Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем лекции, дорогие братья, на тему поминания Аллаха, зикруллах, ценности поминания Аллаха. И тема, которую мы с вами открыли, это книга Аллаха. Коран является наилучшим видом поминания Аллаха. И на прошлой лекции, во время прошлой лекции мы с вами говорили о цели ниспослания Корана. Коран — это есть руководство, которым мы должны руководствоваться, так ведь? И поэтому человек, который желает руководствоваться Кораном, чтобы его путеводителем по жизни был Коран, была книга Аллаха, помимо того, чтобы знать правильное чтение Корана, правильно выговаривать буквы Корана и также правила таджвида, мы с вами говорили, что мусульманин должен вникать в смысл тех аятов, которые он читает, смысл суры. Потому что, не поняв, о чем Аллах Тааля говорит в этом аяте, не услышав из этого аята обращение Аллаха, что Аллах от тебя хочет, что Он от тебя требует, к чему Он тебя побуждает, что Он тебе повелевает, или же от чего Аллах тебя предостерегает, запрещает, что руководствоваться Кораном невозможно. Поэтому мусульмане должны обращать огромное внимание не только правильному чтению Корана, а именно они должны вникать, изучать тафсир, изучать смысл аятов. И без этого мы не сможем исправить нашу жизнь, исправить наш нрав согласно книге Аллаха. Поэтому чтение аятов, вникнуть в смысл этих аятов, размышление над этими аятами, вот это и есть цель ниспослания Корана. Поэтому Всевышний обратился к нам даже с таким упреком: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ан». Неужели они не просто не читают Коран? Аллах говорит: неужели они не размышляют над Кораном? А как можно размышлять, если ты не знаешь, о чем речь? Поэтому мы открыли очень важную тему. И сегодня, иншаллах, у нас продолжение этой темы. Это адаб хамалатил Коран. Это этикет, поведение, даже можно сказать, качество носителей Корана. Тех, кто носит на себе, в себе книгу Всевышнего Аллаха. Мы с вами много говорили о достоинствах книги Аллаха, о достоинствах самого последнего обращения Создателя к своим созданиям, потому что Коран является последним завершающим обращением Аллаха к его создателям. И последний пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах избрал самого лучшего своего раба в истории всего человечества. Лучше пророка Мухаммада никто быть не может. Для того, чтобы он принял самое лучшее послание Аллаха, которое включило в себя, Коран включил в себя содержание, знание, мудрость, которая была во всех посланиях Аллаха. То есть все книги, которые были ниспосланы до Корана, альхамдулиллах, Коран включил в себя, собрал в себе мудрость, знание всех откровений. И Аллах избрал для этого самого лучшего своего раба, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который показал нам на личном примере, как мусульманин должен жить по Корану, потому что посланник Аллаха был кем? Он был ходящей книгой Аллаха на земле. Это был ходящий Коран, потому что он жил по Корану. Он
он улыбался по Корану. Если кого-то бранил, он бранил по Корану. Если он говорил по Корану. Поэтому, альхамдулилля, он притворил в жизнь книгу Аллаха и довел до нас. Также мы говорили про достоинство чтения Корана. И не только чтения, а мы говорили про достоинство размышления над аятами Корана. И мы говорили, какие награды Всевышний Аллах приготовил нам за это. Какие награды приготовил. Также, какие пользы мусульманин получит за то, что он изучает книгу Аллаха, размышляет над его аятами. Какие пользы, общие пользы он получит за это, как в этой жизни, в мирской жизни, так и в вечной жизни. И сегодня мы с вами поговорим, иншааллах, бииднилля, о нравах тех, которые несут на этой земле знамя Корана, которые несут на себе книгу Всевышнего Аллаха. Какими они качествами должны обладать, какими нравами они должны обладать, каким этикетом должны обладать те, которые взяли на себя аманат нести на этой земле книгу Всевышнего Аллаха. И, несомненно, дорогие братья, эта тема, она очень важна, и мы нуждаемся в изучении именно вот этой темы, потому что, альхамдулилля, и дети наши, и мы с вами как-то стараемся учить Коран. Когда-то среди нас не было хафизов, мы их приглашали, там, может быть, с арабских стран, с турецких стран. Да? Сегодня, альхамдулилля, у нас много соотечественников, которые знают наизусть Коран. Да, мы их больше называем хуффазуль Коран, хафизами Корана. Ну, слово хафиз — это больше тот, кто хранит Коран. Да? Но раньше их называли больше хамилюль Коран, хамалятуль Коран. То есть это те, которые несут на себе книгу Всевышнего Аллаха. И поэтому чем больше тех, которые изучают Коран, тем важность этой темы, она для нас актуальнее. Потому что мы должны обладать определенными качествами, определенными нравами, чтобы нести на себе эту великую ношу. Поэтому наши ученые, обладатели знаний, наши величайшие имамы, они обращали огромное внимание. Они обращали огромное внимание этой теме, и они пытались объяснить всей умме очень важное правило: чтобы получить пользу от книги Аллаха и получить плоды, сладкие плоды от Корана, да, мы обязательно должны что? Обладать вот этими качествами носителей Корана. Не обязательно для этого быть хафизом. Ну, все хафизами не будут, да? Не будут. Это понятно всем. Поэтому в первую очередь, да, кому Аллах открыл изучение Корана, кто выучил Коран, конечно, в первую очередь он должен обладать этими качествами. Но мы все стараемся что-то учить из Корана, стараемся жить по Корану, поэтому для нас, для всех эта тема очень актуальна. Потому что если у нас на руках будет мусхаф, если мы будем нести книгу Аллаха, но в нас не будут проявляться качества носителя Корана, да, то это будет равносильно дереву, которое не дает плодов. Вот дерево, оно растет, да, смотришь, заботишься об этом дереве, а долгожданных плодов не дает. Дерево есть, а плодов нет. Вот здесь то же самое. Коран у нас есть. Даже сегодня, вот подумайте, когда книга Аллаха была более доступна, сподвижникам табигинам или нам? Субханаллах, не было таких книг у сподвижников на руках. Они ценили каждый аят, они записывали каждый аят. Кто-то на стене, кто-то на коже животных, кто-то на листьях,
кто-то на коре дерева, кто-то на камнях. Поэтому, когда собирали Коран, люди несли вот эти камни, эти шкуры животных, чтобы показать тот аят, который он выучил наизусть. Он должен был еще письменно показать вот эту надпись. Не было такого, что вот у тебя в кармане целый мусхаф. Мы знаем, что во время пророка саллаллаху он еще не был даже собран, так ведь полностью. Он даже не был завершен ниспосыланием Корана. Поэтому, альхамдулилля, у нас есть эта книга. И она не искажена. Она такая, какой она была ниспослана. Еще пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Всевышний Аллах – это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Любое чудо, с которым пришли пророки, каждый пророк пришел с каким-то чудом, которое доказывало его пророчество. Так ведь? Это чудо ушло вместе с ним. Но вместе с его пророчеством. Так ведь? Но мы знаем, что наш пророк, его пророчество будет продолжаться до судного дня. Значит, и то чудо, самое величайшее чудо, с которым он пришел, это чудо будет жить. И это есть книга Аллаха. Это не самое великое чудо, это не то, что он исцелял людей, как, например, как делал Иисус, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям. Да? Нет, это не вода, которая протекала между его пальцами. Да? Сотни людей пили из этого. Нет, это книга Аллаха. И это чудо Аллах обещал нам сохранить. Мы с вами приводили аят. «Инна нахну наззальна викра, ва инна лаху лахафизун». Всевышний сказал: воистину мы ниспослали напоминание, книгу Аллаха, Коран, и мы его хранители. Сохранение для последующих поколений книгу Аллаха Аллах взял на себя. Аллах взял на себя. Аллах сам хранит эту книгу. И эта книга у нас на руках. Но почему, имея книгу Аллаха на руках, почему сегодня умма не меняется? Где-то изза, могущество, сила, где то достоинство, которое имели сподвижники, поколение сподвижников, где они и где мы сегодня? А ведь книга-то Аллаха на наших руках. Наших руках. Поэтому книга есть, и это истина. Но умма, к сожалению, она не научилась правильно использовать эту книгу. Это как мы в аптеку идем, покупаем, название помним, да? Надо что-то купить, название такое. Идем, и нам дали какое-то лекарство. Непонятно, это настойка какая-то, там суспензия, или там еще что, или там мазь, да? Или крем какой-то, или таблетки. Непонятно в коробке. И нам не важно это. Мы купили и берем мазь, которую нужно мазать. Так ведь? Наружного применения. А мы все это кладем в горячую воду и пьем. Потом думаем, а зачем у меня тут этот желудок болит, что-то пользы нет. То есть здесь то же самое. Книга Аллаха у нас в руках, но мы не умеем ею пользоваться. И все, что мы делаем с этой книгой, альхамдулилля, это тоже хорошо. Мы учим буквы, целых 28 букв. А кто-то уже 10 лет в мечеть ходит, до сих пор не выучил эти буквы. Так ведь? Это уж, такого уж не должно быть. Поэтому мы пытаемся изучить правила чтения, правильного чтения, правильно выговаривать буквы. Это хорошо, но этим мы довольствуемся. Все, мы думаем, что вот мы обладатели Корана, ахлюл Коран. Так ведь? Нет. Нужно почитать инструкцию. Аллах сказал, руководство для богобоязненных, а не просто чтение, выговаривание букв. Так ведь? Были сподвижники, которые не могли выговаривать правильно буквы. Но они жили по Корану. Были сподвижники, которые, может быть, меньше нас, меньше некоторых братьев, которые здесь сидят, знали сур, да? Хотя они очень много времени, внимания уделяли Корану, да? Но они жили по Корану. Они жили по Корану. Вот поэтому эта тема, дорогие братья, она очень важна. Потому что если мы не научимся правильно пользоваться этим лекарством, да, этой милостью Аллаха, которую Аллах сохранил для нас, результата не будет. Поэтому ученые, они
особо подчеркивает эту тему, что нужно переходить на другой уровень. Все, мы научились с вами читать книгу Аллаха. Давайте сейчас поставим себе задачу вникнуть в смысл Корана. Настоящее содержание Корана. И вот тогда, иншаллах, те награды, которые Аллах нам и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, обещали нам за чтение, за изучение Корана, за размышление над его аятами, тогда эти награды будут. И тот баракат, который обещал нам за изучение книги Аллаха, он придет. А пока мы будем брать таблетки и мазаться этими таблетками. Или наоборот, мазь будем принимать внутрь и будем жаловаться, что почему-то результата нет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха ярфау». Воистину Аллах поднимает, возвышает бихадаль китаби, посредством этой книги, то есть Кораном. Воистину Аллах возвышает Кораном аквамен, некоторые народы, ваядаху ахири, но унижает другие народы. Аллах посредством своей книги кому-то дает, альхамдулилля, великую степень, великое имя, силу, могущество, великие награды, но каким-то народам Аллах через книгу Аллаха, через свою книгу дает унижение. Поэтому в результате в судный день для кого-то та книга, которую он держал в руках, имел возможность читать, изучать и жить по этой книге, для него это будет даром Всевышнего. Так ведь? А для кого-то, наоборот. Поэтому хадис сборник имама Муслима. И в другом хадисе пророк ﷺ сказал: «Валь Курану худжатун лака». Коран, книга Аллаха, является худжа, то есть доказательством, аргументом ляка, как для тебя, ау галейка, так и против тебя. Коран является аргументом за тебя или же против тебя. То есть в судный день Коран будет свидетельствовать за кого-то, в пользу кого-то, будет ходатайствовать, когда наши самые близкие, родные люди отвернутся от нас и будут думать только о своих проблемах, да? Вот в этот день книга Аллаха будет заступаться за кого-то и будет аргументом за него, что он читал книгу Аллаха, что он был мусульманином, что он посвящал свои дни и ночи изучению этой книги, что он жил, старался жить по этой книге. И также нельзя забывать, что книга Аллаха может оказаться свидетелем против кого-то. И будет доказательством против кого-то. И вот ученые говорят, Коран является аргументом для кого? Для того, кто жил по Корану. А для того, чтобы жить по Корану, надо изучать не только буквы, надо изучать содержание Корана. О чем речь? Так ведь? Для того, кто тааддаба биадабихи, кто избрал правила Корана правилами своей жизни. У него адаб, этикет был по Корану. Но тот, кто, то есть вот для них книга Аллаха будет аргументом за них. Но тот, кто нарушал границы этой книги, Аллах в Коране сказал, вот эта граница, за которую нельзя переступать, а он переступал. Хотя, может быть, читал книгу Аллаха, читал эти суры, наизусть знал, но он переступал эти границы. То есть он нарушал границы, обозначенные в этой книге. И он пренебрегал правами этой книги. Есть права родителей, которыми кто-то пренебрегает. Есть права книги Аллаха, которыми нельзя пренебрегать. И он легкомысленно, так легко относился
к обязанностям перед этой книгой, то есть к обязанностям, которым побуждала эта книга. فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И вот для таких людей книга Аллаха будет выступать доказательством, аргументом против них. То есть кого-то книга Аллаха будет выручать, а кого-то будет топить и губить. И будет выступать перед Аллахом, чтобы Аллах вверг нас в наказание, вел нас в адское пламя. Аллах сахласам. Поэтому запомните эти слова пророка. Аль-Курану худжатун лака. Коран является аргументом для тебя, аугалейка, или же против тебя. Имам Катада, рахимахуллах, сказал: «Лям юджалис хадал Курану ахадун илля кама анху бизиядатин ау нуксан». Эта книга, этот Коран, с кем бы он ни сидел вместе, с кем бы эта книга не сидела вместе, он никогда не встанет, пока не оставит или увеличение, или же наоборот уменьшение. То есть, если человек сядет с Кораном, с книгой Аллаха, то обязательно что-то у него должно увеличиться, или же уменьшиться. Или же уменьшиться. То есть, чтобы никаких изменений такого не будет. Обязательно что-то должно измениться в нем. Или же увеличиться, или же уменьшиться. Или же увеличится что? Его богобоязненность. Если человек читал книгу Аллаха, если человек изучал книгу Аллаха, то его любовь к Аллаху должна что? Увеличиться. Обязательно должна увеличиться. Те блага, качества, хорошие, благие качества, которые были в нем, их должно быть больше. Если, с условием, если он будет жить согласно Корану. Если он притворял эту книгу в жизнь. Эту книгу в жизнь. Или же, после того, как он посидел с книгой Аллаха, у него может быть уменьшение. В чем? Уменьшение его имана, уменьшение его богобоязненности, уменьшение хороших, благих, достойных качеств, которые у него было, станет меньше. Почему? Потому что он пренебрегал этой книгой. Поэтому эта книга, если мы находимся с ней вместе, она должна или увеличить, или уменьшить. Одно из двух. Одно из двух. Но другого нет. Поэтому мы должны задать себе вопрос. После того, как мы проводим время с этой книгой, мы становимся лучше. То есть, если мы будем размышлять над аятами и будем использовать это в жизни. Или же мы становимся худше. Одно из двух. Это слова имама Катада. То есть, это будет причиной уменьшения его богобоязненности, его любви к Аллаху, уменьшения благих, достойных качеств в нем. Почему? Потому что он пренебрегал этой книгой и что? То есть давал себе упущение в правах этой книги. Это правах этой книги. Вернемся к важности этой темы. Ученые, альхамдулилля, написали очень много книг на эту тему. Очень много книг написали. Какими качествами должны обладать кто? Носители книги Аллаха. Их очень много. Очень много написали трудов. Издали много книг, полезных. Они разные. Они раскрывают эту тему с разных сторон. Но автор этой книги предлагает нам из всех этих книг, многочисленных, десятки, сотни книг, он предлагает нам одну книгу. Эта книга называется «Ахляк хамалат аль-Кур'ан», то есть нравы носителя Корана. К сожалению, как я знаю, на русском, на доступном для нас языке этой книги нет, но на арабском языке это есть книга, называется «Ахляк», то есть нравы хамалат аль-Кур'ан, носители
Корана. И автором этой книги является Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хусейн, который умер в 360 году по хиджре. И на самом деле это величайшая книга, классика, да, где, альхамдулилля, откуда мусульманин может получить очень много пользы для себя. Очень много пользы. И действительно, эта книга очень достойная для всех носителей Корана, которым Аллах дал возможность выучить Коран, так ведь полностью знать, и для всех мусульман, которые стараются учить, изучать книгу Всевышнего Аллаха. И прежде чем перейти к качествам носителя Корана, автор этой книги пишет про достоинство носителя Корана. То есть достоинство тех, которым суждено нести знамя, нести книгу Аллаха на этой земле. Он написал про достоинство тех, которые взялись за изучение книги Аллаха. Они изучают книгу Аллаха. Альхамдулилля. Также он написал про достоинство тех, которые учат других Корана. Альхамдулилля, он учит людей буквам, он учит людей тафсиру, он прививает в сердцах людей любовь к книге Аллаха, он призывает к книге Аллаха. Так ведь? Вот он написал про достоинство всего этого. Также он написал «Фаддуль иштима фил масджид лидарсил Коран». Он написал про достоинство собрания людей специально в мечети для того, чтобы изучать Коран. Ты куда идешь? А я иду в мечеть. Зачем? Урок Корана. Я учу Коран, я учу книгу Аллаха, я учу тафсир. Так ведь? Кто-то учит буквой, машаллах. Вот он написал про достоинство этих уроков. И он в этой книге, в начале этой книги, он призвал, побуждал разными путями, да, чтобы мусульмане больше читали книгу Аллаха и старались жить, всеми силами старались жить по Корану. Затем он перешел именно на описание качеств. Какими качествами должны обладать носители Корана. И вот после каждого призыва, после каждого побуждения он приводил доводы, приводил доказательства с книги Всевышнего Аллаха, то есть он приводил аяты, также ахадиты набавия, он приводил хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, также он приводил афар аль-марвият ан салафиль умма, и он приводил слова, картинки из жизни праведных предшественников, то есть сподвижников, табиинов и величайших ученых. И вот здесь давайте мы с вами сегодня успеем только три качества, которыми должны обладать носители Корана. Всего три. Самое первое. Сахиб аль-Коран. Тот, кто обладает книгой Аллаха, да, обязательно для него иметь что? Величайшее качество мусульманина. Это ат-таква. Это богобоязненность. Это богобоязненность. Нет никакой пользы не будет от того, что ты будешь читать книгу Аллаха. От того, что ты будешь знать наизусть суры, аяты из Корана. Может быть, ты будешь правильно выговаривать буквы, если в тебе не будет чего? Богобоязненности. Что такое таква? Ну, слово таква мы вкратце попробуем объяснить, да? Слово таква и такуллах во многих переводах просто пишется «бойтесь Аллаха». Да? Но все-таки таква – это слово немножко шире, чем просто страх. Что такое таква? Таква – это когда раб, человек, устанавливает преграду между собой и между тем, что грозит ему от Всевышнего. То есть Аллах любящий, Аллах милостивый, но Аллах еще что? У него помимо любви, помимо милости есть что? Есть наказание, есть гнев. Поэтому мы любим Аллаха, но мы страшимся Его наказания. Поэтому, чтобы не оказаться под гневом
и наказанием Аллаха, что мы делаем? Мы устанавливаем забор. Забор между нами и между гневом и наказанием Аллаха. Что мы делаем? То есть вот этот забор, да, вот я, чтобы вы поняли, да, этот забор, это есть таква, богобоязненность. В чем проявляется таква? Это подчинение приказам Аллаха, фарзы и ваджибы мы должны четко выполнять, и это мы должны оставить все запретное. То есть сторониться всех запретов Аллаха, харамов. Поэтому если я задам вопрос, человек ночами выстаивает ночные молитвы, тахаджуд, и, альхамдулилля, совершает дополнительные посты. Это указывает на его богобоязненность? В первую очередь нет. Потому что богобоязненность – это не множество ночных молитв и дополнительных постов. Богобоязненность – это порядок в фарзах и в харамах. Если ты ночами выстаиваешь тахаджуд, но в то же время спокойно пренебрегаешь пятикратным намазом, это не есть богобоязненность. Это не есть. Или же ты позволяешь себе где-то переступить границы Аллаха, то есть совершаешь очевидный харам, это не богобоязненность. Поэтому богобоязненность – это порядок где? В фарзах и в харамах. Ты совершаешь фарзы, которые Аллах Тааля вменил тебе в обязанность, и ты сторонишься его запрета. Вот это и есть богобоязненность. Остальное это потом идет. Сначала фарзы и харамы, а потом уже дополнительное и остальное. Поэтому вот этот забор, он должен быть установлен. Вот даже если взять пример вот в жизни, да, если мы чего-то боимся, мы просто туда что? Ну просто не лезем. Вот помните трансформатор, не влезай, убьет. То, что ты туда не идешь, это что? Это богобоязненность. Это богобоязненность. Или, например, осторожно, злая собака. Или там злой хозяин. Да? Все, ты не идешь туда за забор, потому что ты знаешь, там опасность. Все. Вот это есть богобоязнь. То есть это есть таква. А что касается Аллаха, мы знаем, есть у Аллаха гнев и есть его наказание. Поэтому мы сторонимся, мы устанавливаем преграды. Поэтому обладатель, носитель книги Аллаха, в первую очередь, он должен быть богобоязненным. Как при людях, так и оставаясь наедине с самим собой. Как при людях, так и оставаясь наедине с самим собой. И когда он берет в руки книгу Аллаха, начинает изучать книгу Аллаха и претворять в жизнь книгу Аллаха, он должен преследовать только одно намерение. Что? Это довольство Аллаха. Это довольство Аллаха. Мусульманин, вот самое первое качество, богобоязненность и искренность. Все должно быть только ради Аллаха. Не для того, чтобы тебя называли там, о, это же, машаллах, Куран хафиз. А вы знаете, он этих аятов столько знает, машаллах. Нет, не для этого. Все должно быть только ради Аллаха. И когда он берет в руки книгу Аллаха и начинает читать суры, аяты, начинает учить наизусть, и у него только единственная цель, которую он преследует. Это что? Это приближение к довольству Всевышнего Аллаха. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, про это сказал, просто золотые слова. Замечательные сказал. И вы поймете, что где-то он сказал про нас. Он сказал про последующее поколение. Он сказал: «Лакад ата алейна хайнун, ма нара анна ахадан ятаалламу аль-Кур'ана юриду бихи илля Аллах». Мы видели то время, когда кто-то из нас изучал Коран только с одной целью, только ради Аллаха. То есть он жил в то время, когда люди были искренними. И люди изучали книгу Аллаха только с одной целью. Даже здесь форма арабского предложения, да,
никто из нас не изучал книгу Аллаха, кроме как с одной целью. То есть подчеркнуть именно вот эту важность, да? Никто из нас не изучал книгу Аллаха, кроме как с одной целью. Ради довольства Аллаха. Вот это было то время, где мы жили. И он сказал: «Фалямма кана хахуна би ухратин, хашиту анна риджалан ятааллямунаху, юридуна бихи нас, ва ма индахум». И я боюсь, что настанут те времена, когда люди начнут изучать его, то есть Коран, книгу Аллаха, да? Юридуна бихи нас, не преследуя довольство Аллаха, а желая людей. Вама индахум, и то, что у них есть у этих людей. То есть они не преследуют, они начнут изучать книгу Аллаха, преследуя довольство людей, похвалу людей. То, что люди будут уважать тебя за это, хвалить тебя за это. Вама индахум, и то, что у них есть. Да? Может быть, что-то материальное или еще что-то. То есть Умар ибн Хаттаб сказал: я боюсь, что придут те времена. Да? Поэтому своими чтениями книги Аллаха и своими благодеяниями желайте не людей, а желайте Аллаха. То есть делайте все ради Аллаха, а не ради людей и ради того, что у них есть, то, что они имеют. Поэтому, действительно, дорогие братья, Умар ибн Хаттаб, он сказал великие слова, и эти времена не пришли. Они не заставили долго себя ждать. Пришли, когда люди начали изучать книгу Аллаха, преследуя не чисто довольство Аллаха, не ради Аллаха, а ради людей и ради того, что они имеют. Поэтому самое первое – это богобоязненность и искренность. Без этого плодов сладких от книги Аллаха мы никогда не получим. Второе. Ан ятахаллака би ахлаки аль-Кур'ани шарифа. Человек, который носит на себе книгу Аллаха, он должен украсить свой нрав, сформировать свой нрав нравом книги Аллаха. Когда у Аиша спросили, каким был нрав пророка Мухаммада, она как ответила? Кана хулькуху Кур'ан. Его нравом был Кур'ан. Его нравом была книга Аллаха. Вот если изучить жизнь сподвижников, да, мы видим, что во многих вещах, во многих вопросах их мнения, их взгляды на жизнь, их ценности были одинаковы. Почему? Потому что они все пили из одного источника. В то время не было других книг. Не было книг там по философии, не было книг по психологии, по другим наукам, да? Была только книга Аллаха. Я не говорю, что остальное все не нужно. Не об этом речь. Но у них источник воды был один. И поэтому во многих вопросах они были одинаковы. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, Умар ибн Хаттаб. Если кому интересно, я найду эту историю. По-моему, Умар ибн Хаттаб. Когда он был халифом, халифы назначали наместников. Так ведь? Если как бы президент, а тут есть губернаторы, да, главы республики. Вот были наместники, наместник Египта, наместник Сирии, наместник там Палестины и так далее, и так далее. И вот Умар ибн Хаттаб позвал к себе своего гонца, передал ему деньги и сказал: езжай туда-то. В книге есть, как звали гонца, как звали тех наместников, куда он отправился. И он сказал: отдай эти деньги моему наместнику там-то, там-то, там-то. Чтобы какую-то часть он себе взял, потому что ему тоже надо жить, а какую-то часть раздал другим. Кто нуждается в этом. Все. Он взял приказ халифа и уехал туда. И сказал: наблюдай, как он поступит. Он отправился к нему,
постучался, салам алейкум, зашел, вот тебе халиф отдал. А что это такое? Вот возьми какую-то часть себе, а остальное там раздашь. Ладно? И он ждет. Что же будет? Он позвал себе неимущих и все раздал. Тот вернулся, Умар спрашивает, ну что, как он поступил? Вот он поступил так-то, так-то, так. Потом отдал деньги еще и сказал, а теперь езжай туда, к этому наместнику, и отдай ему деньги, скажи такие же условия. Он пошел туда, пришел, постучался, салам алейкум, вот тебе халиф дал, передал аманет, так, что мне с ним? Какую-то часть оставь себе, остальное раздай. И ждет, что же будет. Тот позвал к себе, каждый знает у себя, да, на территории, кто нуждается, он позвал себе нуждающихся и все раздал, себе ничего не оставил. Пришел к Умару и отчитался. Что он сделал? Сделал то-то, то-то, то-то. Потом отдал деньги и сказал, езжай туда. Все наместники сделали то же самое. Потому что они пили из одного источника. Они были выпускниками одного мадраса. Поэтому, альхамдулилля, вот очень важно построить свой нрав на книге Аллаха. На книге Аллаха. И чтобы твой этикет, твое поведение, оно что? Основывалось на книгу Аллаха, на Коран. Чтобы книга Аллаха была раби'ан ли кальбихи, как весна для его сердца. То есть весна. Вы знаете, что такое весна, да? После зимы это тепло, это свет, это солнце. И поэтому после холода, тьмы приходит весна. То есть Коран – это весна для сердца. И чтобы он построил Кораном то, что разрушилось в его сердце. Если в его сердце разрушилась искренность, то он должен построить в сердце искренность, основываясь на Коране. Если в его сердце разрушилась любовь к Аллаху, он должен построить эту любовь к Аллаху, основываясь на Коране. Поэтому он должен построить Кораном то, что разрушилось в его сердце. И он должен исправить именно Кораном то, что сломалось в нем, разбилось в нем, то, что испортилось в нем. И он должен воспитывать себя именно книгой Аллаха. И чтобы вот эту богобоязненность, иман, который у него в сердце, да, иногда успел, может быть, заржаветь, он должен усиливать именно книгой Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал, сура Ат-Тауба, 124-125 аяты. Всевышний сказал, «Ваида ма унзилят суратун», когда не спосылается сура Корана, «Фаминхум ман якуль», среди людей находятся те, которые говорят, «Айюкум задатху хадихи имана», у кого после этих сур увеличился иман? У кого? То есть в тафсире говорится, что здесь речь идет о ком? О лицемерах, которые пренебрегали сурами Корана, которые пренебрегали, недооценивали книгу Аллаха. Поэтому, когда люди слышали суру из Корана, когда не спосылалась сура, когда доходило до сердец людей, эти мунафики говорили, кому от этого польза была? У кого там иман стал выше, сильнее? Этот вопрос задавали кто? Этот вопрос задавали лицемеры. А Всевышний говорит, фааммаллазина аману, а те, которые уверовали. Речь идет о ком? Об истинных мусульманах. А те, которые уверовали, фазадатхум имана, эта сура обязательно увеличила в них иман, любовь к Аллаху, страх перед Ним, богобоязненность. Вахум ястабширун, и они радовались. И они радовались, когда они получали заряд, когда они получали назидание из этой суры. Ваястабширун, Аллах говорит, вахум ястабширун, и они, говорят, радовались, когда не спосылалась сура. Но мунафики говорили, что? Кому? У кого там иман стал больше после этой суры?
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Но те, в чьих сердцах болезнь, недуг, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. То есть после того, как был ниспошлен, когда была ниспослана эта сура, это добавило им что? Только скверной, вдобавок к той скверне, которая была у них. То есть те сомнения, в которых они пребывали, после ниспосылания этого аята, этих сомнений стало меньше или больше? Стало еще больше. Поэтому Аллах говорит: «Фи хулюбихим марадун». В их сердцах болезнь, недуг. «Фазадахумуллаху марада». И Аллах добавит им этого недуга. Поэтому от того, что они получали Коран, сомнений, неверия в их сердцах было только больше и больше. Больше и больше. «Вамату вахум кафирун». И они умерли, будучи неверными. Будучи неверными. Сура Тауба, 124-125 аят. Поэтому очень важно построить свой нрав, свое поведение, именно основываясь на книгу Аллаха. Идем дальше. «Фахамилул Кур'ан, яджгалул Кур'ана далилаху илля кули хайр». И тот, кто несет на себе книгу Аллаха, он делает Кур'ан своим путеводителем ко всему благу. Ко всему благу. «Вараидуху иля кулли хулукин хасан». И Кур'ан провожает его сопроводитель Кур'ан. К чему? Ко всему благу. Кур'ан провожает его. «Вахафидан ли джами'и джаварихи амма нахаллаху ан». И именно через Кур'ан для него является неким защитником, посредством которого он защищается от чего? От того, что Аллах запретил ему. И если он делает свой шаг, он идет, основываясь на знании. Если он останавливается, то он останавливается, основываясь на знании. Почему он остановился? Потому что это такая-то сура, такой-то хадис. Он останавливается, не двигается, основываясь на знании. «Ва ин такаллама». Если он начнет говорить, он говорит, основываясь на знании. Если он пьет, основываясь на знании. Если он кушает, ест, он ест, основываясь на знании. И если он листает страницы Корана и читает его, то он читает его, чтобы воспитать себя. И чтобы исправить свой путь, и чтобы лиюзайина бихи амаляху, чтобы украсить свои дела, валиюкауя бихи имана, и чтобы укрепить свою связь с Создателем. И вот для этого был ниспослан Коран. Именно для того, чтобы воспитать нас, чтобы построить в нас нрав Корана. И мы должны понимать, что Коран не был ниспослан только для того, чтобы просто читать. Литтилявати валь кираа. То есть здесь автор книги делит слово кираа и тилява. Кираа — это чтение, может быть, даже определенной суры, определенного слова — это уже кираа, чтение. А тилява — это когда ты последовательно читаешь. Последовательно, один аят за другим. Поэтому Аллах ниспослал этот Коран не только для того, чтобы мы их перечитывали, прочитывали аят за аятом, бидуни аль-ильми валь гамаль, без знания и благодеяний. Поэтому Фудайль, рахимахуллах, сказал: «Иннама унзиля аль-Курану лию'маля бихи». Воистину, Коран был ниспослан для того, чтобы жить по нему. Но люди, к сожалению, вот смотрите, золотые слова. Фудайль, рахимахуллах, сказал: Аллах ниспослал Коран только для того, чтобы люди действовали, делали амаль согласно Корану. Но люди избрали для себя чтение Корана действием по нему. То есть люди считают, что чтение Корана — это и есть действие по Корану. Понятно, да? Я смог перевести? То есть люди, когда берут книгу Аллаха
и начинают читать, они думают, что они живут по Корану. Они думают, что они уже действуют по Корану. А на самом деле, это еще не оно. Аллах не спаслал Коран, чтобы мы жили по нему. А кто-то думает, что он научился читать Коран, и уже живет по Корану. Поэтому лию'маля бихи, то есть то, что Фудайль сказал, чтобы они действовали, жили по нему, это значит, чтобы они делали для себя разрешенным то, что разрешил Коран. И чтобы они делали для себя запретным то, что запретил Коран. Но люди начали читать книгу Аллаха, перестали размышлять над его смыслами и не стали жить по нему. Хотя вот и свое чтение Корана, чисто чтение Корана, они подумали, что это есть жизнь по Корану. И последнее, третье качество, которым должен обладать носитель Корана, когда он начинает изучать книгу Аллаха, учить книгу Аллаха, его желание, его стремление, это что? Его мысли должны погрузиться в содержание Корана. К чему Аллах призывает нас через этот аят? К чему Он нас побуждает? И от чего Он нас предостерегает? Мы должны попробовать услышать обращение Аллаха по отношению к нам. Что Аллах хочет от нас? От чего Он от нас останавливает? Или к чему Он нас побуждает? И лейса химматуху мата ахтуму сура. И когда человек начинает чтение одной суры, целью его не должна быть, когда я закончу эту суру. Вот очень простой пример. Когда мы берем в руки мусхаф перед намазом, после намаза, перед сном, утром, да? Вот когда мы начинаем сверху читать аяты, вот задайте себе вопрос, какова ваша цель? С каким намерением, да? Наша цель дойти до последнего аята этой страницы. Так ведь? Вот во многих случаях это так. Надо честно признаться. Мы начинаем, наша цель, я сейчас 3 страницы хочу. Там, у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 30, да? То есть, короче говоря, когда мы начинаем, сверху наша цель это дойти до низа. Вот, а такого не должно быть. Мы должны услышать, что Аллах хочет нам сказать. И у сахабов, у сподвижников никогда такой цели не было, когда они начинали дойти до конца. То есть, они должны были услышать, что Аллах хочет от них. «Мата акуну миналь ва иннама химматуху мата астагни билляхи ан гайрихи». И человек, который начинает изучать Коран, его целью должна быть что? Должно быть что? Стремление? Когда я, нуждаясь в Аллахе, перестану нуждаться в других. То есть я, нуждаясь только в Аллахе, перестану нуждаться в других. «Мата акуну миналь муттакин», когда я стану из числа богобоязненных. Вот в чем цель. «Ва мата акуну миналь мухсинин», когда я стану из числа тех, которые совершают благодеяния. «Ва мата акуну миналь хаширин», когда я стану из числа смиренных перед Аллахом. «Ва мата акуну миналь садикин», когда же я стану из числа праведных. «Мата а'рифу кадара ни'амиль мутаватира», когда же я узнаю истинную цену тех благ, которые я получаю. То есть, когда мы начинаем читать Коран, мы должны себе поставить цель. Когда же я пойму истинную цену тех благ, которые я получаю. «Вамата ашкуруллаха алейх», и когда я начну, наконец-то, быть благодарным за них. Когда я начну благодарить Аллаха за все это. «Вамата атубу минадзунуб», когда я сделаю истинное покаяние от своих грехов. «Вамата а'килу анилляхил хитаб», и когда я пойму, услышу обращение от Аллаха. То есть, когда мы иногда читаем, слышим, имам говорит во время хутбы, да, какой-то аят, мы смотрим на этого, он, наверное, про этого сказал. Нет, он про тебя говорит. Этот аят про тебя, так ведь? Поэтому каждый должен услышать себя. Вот. И когда я пойму то, что я читаю, «Мата акуну бизаджарил Кур'ани муттагидан», когда я получу увещевание, вагаз, слыша запреты Корана,
وَمَتَى أَكُونُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتَغِلًا. О, это великие слова. Я попробую перевести, да? مَتَى أَكُونُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتَغِلًا. То есть, когда же поминание Аллаха будет отвлекать меня от поминания других? У нас же все наоборот. Мы, поминая что-то другое, это отвлекает нас. Поминание жены, мужа, детей, мирских забот, да? Где, как, что заработать, да? Где там долги отдать. Вот это поминание всего этого отвлекает нас. От чего? От поминания Аллаха. И мы должны задать себе вопрос, начиная изучать чтение Корана, да? Начиная чтение Корана. Когда же поминание Аллаха будет отвлекать меня от поминания всего остального? Вот в чем цель изучения Корана. وَمَتَى أُحِبُّ مَا أَحَبَّ. Когда же я начну любить то, что любит Аллах, и когда я начну ненавидеть то, что ненавидит Аллах. Вот это есть истинное стремление перед началом чтения Корана. Хочу привести в завершение, мое время истекло, извините, дорогие братья, но слова имама Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри — это один из величайших табигинов, ученых табигинов, да, один из самых достойных из числа табигинов. И вот он, описывая некоторых чтецов своего времени, то есть это были чтецы Корана, может быть, хафизы, хамалятуль Коран, да, которые были во время Хасан аль-Басри, то есть во время табигинов. И вот он, объясняя нам важность размышления над Кораном, понимания Корана, он сказал: «Ама валлахи ма хуа бихифзи хуруфихи». Воистину, чтение Корана это не просто хифз, выучивание его букв. Просто человек выучил буквы Корана, он умеет читать, да? Нет, это не это. Ва идаату худудихи. То есть он выучил буквы Корана, но оставил его запреты. То есть Коран дает нам границы, через которые мы не должны переступать. Он выучил буквы Корана, но оставил что? Нарушил его границы. Хатта инна ахадахум ла якуль. Даже некоторые из них говорят: лакад каратул Корана фама аскатту минху харфан. И даже некоторые чтецы Корана смеют говорить, Хасан аль-Басри сказал: воистину я прочитал Коран и не уронил из Корана даже одну букву. Вакаду валлахи аскатаху кулля. Но, говорит, валлахи, Хасан аль-Басри, клянусь Аллахом, он, говорит, уронил весь Коран. Не то, что некоторые буквы, а он, говорит, хвалится тем, что он только что прочитал Коран и не уронил, даже не пропустил одной буквы. Все там он выговорил, да? Валлахи, говорит, он оставил весь, он уронил весь Коран, говорит. Весь Коран. Почему? Ма юра лаху аль-Корану фи хулукин валя гамалин. Потому что, говорит, не видно Корана ни в его нраве, ни в его делах. То есть, получается, он здесь хвалится, что не пропускает даже одну букву, да? А на самом деле он давно уронил уже весь Коран. Он потерял весь Коран. Не то, что одну букву потерял. Потому что мы не видим, говорит, Корана ни в его нраве, ни в его делах. Хатта инна хадахум якуль. И даже, говорит, некоторые из них говорят: инни ла акрау сурата фи нафас. Я, говорит, смогу прочитать какую-то суру за одно дыхание. Там все, могу вот так, да? Ма хауляиль бил Курра. Нет, говорит, такие не являются чтецами Корана. Валяль уляма. И они не являются учеными. Валяль хукама. И они не являются мудрецами. Валяль варага. И они не являются богобоязненными, набожными. Нет, они не являются ими. Мата канат аль-Курра мисля хада. Ла каффар Аллаху фи наси мисля хауля. Когда, говорит, чтецы Корана станут такими, говорит, и он дуа сделал: пусть Аллах не увеличит таких чтецов Корана, говорит, наподобие этих. Поэтому таких, не надо, говорит, нам таких чтецов Корана. Вот это сказал Хасан аль-Басри,
про кого? Про тех чтецов, которые жили еще в благословенные времена. А что бы он сказал бы, если бы увидел сегодняшних чтецов Корана? Поэтому еще 3 минуты дадите, нет? Это некоторые качества, которые должны быть присущи носителям Корана, которые нам написал вот этот шейх Абу Бакр Мухаммад ибн Хусейн в своей книге. И вот в завершении этой книги он приводит такие слова. Аль-му'минуль акиль, то есть верующий, разумный, да? Ида таля Коран, истарад аль-Коран. Когда он начинает читать Коран, он начинает раскрывать Коран. То есть он полностью открывает Коран. Да, не просто так раз прошелся, да, даже не понял, о чем речь. Факана кальмирати яра биха ма хасуна ва ма фааляху. И Коран для него как зеркало, где он видит, что в нем благого и что в нем дурного. То есть он, опираясь на книгу Аллаха, видит в себе через Коран, что в нем хорошее, вот в нем, а что в нем плохого. Поэтому нужна, дорогие братья, вот эта связь. Когда мы читаем эти суры, эти аяты, мы должны видеть, оценивать, дать себе объективную оценку, что в нас хорошего, благого и что в нас плохого. А без этого что? Пользы от чтения Корана не для нас, не для наших родителей, потому что даже родители, которые будут уже там, да, покинут эту землю, они будут получать пользу от того, что мы читаем Коран, да, если вот мы будем соблюдать вот эти качества, соблюдать правила Корана, да, и наши дети получат пользу от этого, как в мирской жизни, так и в вечной жизни, если мы будем изучать Коран правильно. И вот посмею уж вам дать совет. К сожалению, книг вот на эту тему на русском языке, на татарском нет, очень мало, но есть одна книга, иншаллах, я думаю, вы получите пользу от этой книги, она называется, я на русском не читал эту книгу, вот про качество перевода не могу сказать, но на арабском книге мне очень понравилось, это называется «Аль-аудату иля аль-Кур'ан», «Возвращение к Корану». «Возвращение к Корану», «Лимада ва кейфа», на арабском было так, название «Возвращение к Корану», «Лимада», то есть для чего, зачем и как. Зачем и как. Эта книга, она есть в продаже, «Возвращение к Корану». К сожалению, издатели этой книги сказали мне, что она не такая популярная в продаже, просто мы еще не доросли до этого. Просто вот, дорогие братья, честно сказать, вот эта тема, она пока немножко, мы далеки от этой темы, но она очень актуальна. Если хотите, чтобы та книга, которая у нас в руках, книга Аллаха, да, она действительно меняла нашу жизнь, да, мы должны правильно пользоваться ею. Вот я только на арабском читал эту книгу «Возвращение к Корану», очень хорошая книга. Просто если вы ялкауламмище, не поленившись, да, вот просто прочитайте эту книгу и поразмышляйте над над темами, которые он там раскрывает. На самом деле у нас, как говорится, отношение к Корану у нас просто поменяются. Поэтому я советую вам найти эту книгу и прочитать. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.